Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Сегодня мы продолжаем нашу прогулку по древнему городу Херсонесу. В прошлой передаче мы говорили о том, как высоко ценили херсонесцы свою независимость и свой демократический строй. Говорили мы и о том, как под ударами соседей скифов херсонесцам пришлось призвать к себе на помощь могущественных союзников и расплатиться с ними самым дорогим, что имели – своей независимостью. Новым хозяином Херсонеса стала Римская империя. Непобедимые римские легионы быстро усмирили скифов и принялись за обустройство своей новой военной базы в Херсонесе. Помимо боевой отваги, древние римляне славились и своей чистоплотностью. Недаром среди первых построек, которые они возводили во всех завоеванных городах, были каменные бани. До прихода римлян херсонесцы добывали воду в мелких колодцах, либо же сооружали каменные резервуары для сбора дождевых вод. Этого хватало лишь в обрез. Потому римские инженеры протянули сюда водопроводы от мощных источников, которые лежали в 10 километрах за городом. С этих пор у Херсонеса стало вдоволь свежей воды. Этот огромный каменный бассейн был одним из городских водохранилищ, построенных по римскому образцу. Вода, поступавшая в него из дальних родников, распределялась отсюда далее, в городские бани и фонтаны. В Херсонесской крепости, где располагался римский гарнизон, сохранились следы одной из таких бань. Плиты ее пола покоились на толстых низких колоннах и подогревались снизу потоком горячего воздуха. Тем временем в степях полуострова под ударами сарматов и готов рушилось скифское царство. Держава скифских царей погибла, но это мало радовало херсонесцев, ведь теперь вместо воинственных, но давно знакомых скифов к Херсонесу то и дело подступали новые соседи – сарматы, готы, аланы, гунны, булгары и другие, каждый раз вселяя тревогу за безопасность города. Эта полуразрушенная круглая башня на углу Херсонесской крепости называется башня Зенона. С самого начала городской истории она первой встречала удары всех завоевателей, которые когда-либо пытались овладеть Херсонесом. Изначально ее диаметр составлял 12 метров, то есть вдвое меньше нынешнего. Но затем, на протяжении столетий, кладка башни не раз укреплялась новыми рядами, и постепенно диаметр сооружения вырос в 2 раза. Некоторые исследователи связывали постройку каждого нового слоя каменного панциря с атаками на Херсонес очередного противника. Таким образом, каменную броню башни Зенона можно сравнить со страницами летописи, что запечатлело бурные события прошлого. Римское владычество в Херсонесе продлилось не слишком долго. Вскоре Римская империя раскололась надвое, и Херсонес достался по наследству ее восточной части – Византии. Это привело к большим переменам и в образе жизни, и даже во внешнем облике города. Связаны эти перемены были с тем, что византийские императоры порвали с культом римских богов и провозгласили государственной религией христианство.
Как это ведется в истории любой страны и любой религии, новые верования усердно боролись со старыми. Статуи прежних божеств были сброшены со своих постаментов, и здесь, на главной улице, можно видеть один из таких мраморных пьедесталов со следами от ног разрушенной статуи. А вместо старых языческих храмов в городе строились новые, христианские, как, например, возле этой древней площади, где на месте храма Таврской богини Девы была выстроена византийская церковь. А здесь, на площадке, над обрывом, который уже сильно подточило море, располагался главный храм византийского Херсонеса. От него мало что сохранилось, но когда-то это было огромное здание с расписными стенами, мозаичными полами и мраморными колоннами. Высказывалось предположение, что этот собор мог быть выстроен на месте святилища богини Артемиды. Несомненно, всем нашим зрителям давно знаком этот живописный вид на колонны среди развалин. Это одна из самых узнаваемых визитных карточек Крыма, и прежде она была изображена даже на гривневой купюре. Это тоже остатки византийской церкви, выстроенной на руинах иудейской синагоги. И, наконец, самой яркой иллюстрацией к этой борьбе новых традиций со старыми стал крестообразный храм, возведенный прямо на рядах античного театра. Проводившиеся в театре языческие празднества, а тем более кровопролитные гладиаторские бои на потеху публики, были осуждены и запрещены. И в знак того, что с прежними грубыми забавами навсегда покончено, прямо на месте древнего ристалища был сооружен храм. Внутренняя часть полуострова к этой поре принадлежала уже не скифам и не готам, а хазарскому каганату, и в крымских степях звучала тюркская речь. Правители хазар, каганы, были союзниками византийских императоров, и Херсонесу в их соседстве жилось спокойно. Более того, порою жители города даже рассматривали их как своих защитников. В 695 году в византийской столице Константинополе произошел переворот. С престола был свержен жестокий и ненавидимый всеми император Юстиниан II. Восставшие отрезали тирану нос и язык и отправили его в вечную ссылку в Херсонес, или точнее в Херсон, как в изменившемся с античной поры греческом языке стал теперь именоваться этот город. Оказавшись в Крыму, Юстиниан стал искать путей вернуть себе власть. Жители Херсона отказались помогать ему в этом, и тогда сверженный деспот бежал от них к хазарскому кагану по имени Ибузир-Гляван. Тот поначалу принял его, но затем раздумал укрывать у себя тирана. Тогда Юстиниан перебрался за море к болгарам, с их помощью захватил Константинополь и снова воссел на престол. В отместку за негостеприимство свирепый правитель повелел разрушить Херсон и истребить всех его жителей. Тогда горожане призвали на помощь кагана. И когда карательная армия Юстиниана осадила городские стены, к ней из степей внезапно подступила огромная хазарская конница. Не в силах справиться с ней, каратели прекратили осаду. Тем временем жители Херсона избрали в городе нового императора, армянина Филиппика. Вместе с ним они погрузились на корабли, добрались до Константинополя, убили Юстиниана и посадили своего ставленника на императорский трон. Можно видеть, что в этих событиях Херсону довелось сыграть решающую роль в истории всей Византийской империи. А спустя еще 3 столетия Херсон повлиял и на ход истории в другой столице – в Киеве. В 988 году византийские соправители Василий II и Константин VIII попросили у киевского князя Владимира военной помощи против своих соперников в борьбе за трон.
Владимир согласился, но в награду за услуги потребовал отдать ему в жены Анну, сестру Василия и Константина. Будучи в безвыходном положении, те согласились. Киевское войско прибыло в Константинополь и спасло их от противников, но когда опасность миновала, императоры не стали выполнять своего обещания. Тогда Владимир с большим отрядом пришел с Днепра к Херсону и встал лагерем примерно здесь, возле нынешнего пляжа Солнечный. Взять Херсон штурмом он не смог и решил осадить город, чтобы голод и жажда заставили жителей сдаться. Но Херсон не боялся осады, ведь римские водопроводы поставляли в город достаточно воды. Казалось бы, Владимир проиграл, но тут из-за херсонских стен в княжеский лагерь перелетела стрела с привязанной к ней запиской. Некий Анастас сообщал князю, что Херсон можно легко взять, если перекрыть шедшие к городу подземные водопроводы. Владимир последовал совету, вода в Херсоне иссякла, и город сдался. Узнав об этом, Василий и Константин поскорее поспешили отправить сестру в Херсон, лишь бы киевский князь поскорее покинул захваченный им город. Брак Владимира и Анны был заключен, вероятно, именно здесь, в главном соборе Херсона. Рядом с его развалинами стоит средневековая купель. Рассказывают, что именно в ее водах язычник Владимир крестился перед свадьбой с византийской принцессой. И хотя, на мой взгляд, более правы те исследователи, которые считают, что Владимир прошел обряд крещения еще до своего похода в Крым, так или иначе, влияние Херсона на духовную и культурную жизнь киевлян было очень значительно. Когда Владимир покидал город, вслед за ним, Анной и Анастасом в Киев ушло немало херсонских священников. Эти люди и стали первыми религиозными наставниками Киевской Руси. Кроме того, князь увез с собой из Херсона множество ценной церковной утвари, иконы, реликвии, предметы культа и тому подобное. Итак, Херсон стал окном в мир средиземноморской культуры для целой северной державы. Но какова же была история этого города далее? Увы, его исторический путь подходил к концу. Византия слабела, беднела, а в степях полуострова продолжали сменять друг друга степные империи. Хазар потеснили печенеги, на смену печенегам пришли кыпчаки, а затем потомков и тех, и других покорили монгольские ханы. Золотая Орда мало интересовалась Херсоном и не пыталась овладеть им. Но порою город становился случайной жертвой на поле битвы враждовавших между собой ордынских правителей, и тогда его постигали сильные удары, каждый из которых неотвратимо приближал его конец. Первый разгром Херсона случился в 1299 году, когда Бек Ногай отнял Крым у хана Тохты и сжег все приморские города в отместку за гибель своего внука. Второй обрушился на город через столетия, когда войска Тамерлана пришли в Крым громить хана Тохтамыша и опустошили по пути весь полуостров. После этого разгрома Херсон угас окончательно. И хотя с основанием Крымского ханства на полуострове воцарилось спокойствие, последние обитатели Херсона все же предпочли покинуть полуразрушенный город. Вероятно, они переселились в ближайшие крепости Каламиту и Мангуб и слились с их многонациональным грекоязычным населением. После этого Херсонес на протяжении 300 лет пребывал в запустении, лишь изредка служил убежищем от непогоды для пастухов, пока в XVIII веке из тесанного камня херсонесских руин не начал возводиться Севастополь, преемник Херсонеса, древнего города, который выступил на сцену мировой истории на самой заре европейской цивилизации и простоял на ней 2000 лет, от античной Греции до Крымского ханства, для того, чтобы запечатлеть для нас в летописи своих развалин
невероятное богатство и разнообразие крымской истории.